В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Хамзат Хациев. Сегодня мы говорим о ситуации в Палестине и в Израиле в целом. У нас сегодня в гостях Мансур Салтаев, уполномоченный по правам человека Чеченской Республики. Мансур, маршал. Специальный выпуск по ситуации вокруг Палестины и в целом в Израиле. И как мы знаем, что сейчас на данный момент в Палестине происходит геноцид ни в чем не повинных людей. Мансур, что вы можете сказать по этому поводу и какие мысли к вам приходят на ум? Вы знаете, мы видим, с какой болью, с какой трагедией наш народ воспринял ту боль, ту трагедию, которая сейчас происходит на территории Палестины. Мы видим прямое нарушение прав человека, нарушение всех международных прав человека на территории Палестины. Ежедневно убивают тысячами людей. Сегодня Израиль, руководство Израиля, я отмечу, с поддержки руководства Соединенных Штатов Америки целенаправленно уничтожает палестинский народ. Для нашего народа это действительно огромная трагедия, потому что мы все прошли это в 90-х годах. Наш народ чувствует чужую боль, чужую трагедию. Мы знаем, что ночами наши люди в мечетях выставят в молитвах, просят у Всевышнего Аллаха сегодня, чтобы мирное население Палестины не страдало. Рамзан Ахмадович Кадыров в своем призыве попросил дать возможность создать миротворческие войска и войти на территорию Палестины, чтобы там не проливалась кровь мирного населения. Мы знаем, сколько много отозвалось людей, которые готовы встать в ряды. Сегодня наши врачи просят дать возможность поехать туда, спасать раненых людей на территории Палестины. Поэтому для нас это особая трагедия. Мы знаем, что США уже долгие годы ведет экспансию вообще практически со всеми государствами Ближнего Востока. Также мне хочется сказать, что территория Палестины уже долгие годы является разменной картой. Мы знаем, что Израиль давно не является самостоятельным государством. Это, можно сказать, штат Соединенных Штатов Америки. Один из штатов. Потому что они их поддерживают. Мы знаем, что сейчас туда подтянули огромные авианосцы, свои корабли Соединенных Штатов Америки. Оттуда вылетают самолеты и бомбят мирное население Палестины. Действительно ужасно. Ужасно вообще представлять то, что творится сейчас там. Мы видим в социальных сетях эти ролики, эти фотографии израненных, истерзанных тел детей. И для нормального человека, нормально мыслящего человека, это действительно боль. Поэтому мне кажется, что мировое сообщество должно сплотиться против того беспредела, который творит Соединенные Штаты Америки. Вообще весь исламский мир должен сплотиться. Потому что Соединенные Штаты Америки целенаправленно ведут свою работу в отношении исламских стран. Мы знаем, что такая же картина была и в Афганистане, когда под предлогом защиты прав человека они вошли в Ирак, когда они вошли в Сирию, начали бомбить мирное население, когда они свергли правительство в Египте. Практически все мусульманские страны страдают из-за этой экспансии Соединенных Штатов Америки. Израиль является одной из разменной монетой, которую сейчас используют, опять же, Соединенные Штаты Америки в своих интересах. Много вопросов о вторжении Хамаса. Мы тоже это знаем, очень много вопросов. Почему это случилось? В заложниках сейчас оказались мирное население Палестины. И неизбирательно днем и ночью расстреливают мирное население вооруженные силы Израиля. А это большая трагедия сегодня. Мы хотим, чтобы наши зрители понимали, что мы не обвиняем народ Израиля, мы обвиняем конкретно правительство Израиля, в частности Нетаньяху, президента Израиля, и правительство Израиля. В том, что сейчас происходит, есть непосредственная вина руководства США и руководства Израиля. И поэтому в нашем диалоге с Мансуром
мы хотим, чтобы все понимали, мы ни в коем случае не виним евреев, мы виним конкретно руководство Израиля, в частности. Вы знаете, что мне хочется сказать? Палестина имеет право иметь свое государство, имеет право жить на этой территории, потому что они являются хозяевами этой территории. Но с 1948-1949 года практически данная земля захвачена, ежедневно практически захватывались территории Палестины. И никто их не слышал, и не ООН, и практически все государства, с молчаливо всех государств происходило это. Мансур, что вы скажете насчет заявления Байдена о том, что он родился в Израиле? В 1942 году, Да. кажется, это было, он так озвучил. Но это смешно, потому что по тем официальным данным, которые он представил, его года рождения намного позже, и территория, где он родился, это один из штатов Соединенных Штатов Америки, и значит, он представил неправильную информацию, когда шел президент, и обманул вообще всю страну. Это преступление. Это преступление, к нему тоже должны быть вопросы, потому что мы понимаем, что опять эта старая шельма шульмует, как говорится. И то, что Байден психически неадекватный человек, об этом знает весь мир. И сегодня определенные люди, которые вокруг Байдена, да, они толкают непосредственно руководство самого Соединенных Штатов Америки, толкает сегодня Израиль на полное уничтожение Палестины. Поддерживают их оружием, финансово. Сейчас мы знаем, что будут выделены огромные средства для вооружения Израиля, и будет выделено, опять же, и оружие для того, чтобы сейчас воевать, я скажу конкретно, с мирным населением. Хамас – это небольшое военное крыло в отношении того, что они сейчас будут творят с мирным населением Палестины. Мансур, в одном из своих заявлений покойный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что данная военная ситуация сейчас на Востоке, вся эта ситуация, она в первую очередь направлена против России и Китая. Что вы думаете по этому поводу? Я уверен в этом, потому что мы знаем, что многие годы на территории Украины взращивались эти националисты. Практически с 90-х годов велась огромная работа на территории Украины, чтобы создать вот то, что мы сейчас имеем. Да? Опять же, использовать Украину в отношении России, чтобы непосредственно столкнуть братские народы, велась конкретная работа. Это послужило тому, что сейчас мы ведем там военную специальную операцию, чтобы защитить мирное население Донбасса, чтобы защитить народ Украины. Народ Украины не враг России. Народ Украины, практически руководство народа Украины захватила хунта, свергнув законного президента. Мы это тоже помним. И когда законная власть, в то время ОМОН, те спецподразделения, которые защищали сегодня президента на тот момент Украины, когда элементарно расстреливали их на площади, мы помним это на Майдане, об этом молчал весь мир. Но сегодня интересы Запада непосредственно – это Украина, одно из интересов Украины. Сегодня они ведут конкретную войну, столкнув два братских народа, уничтожают мирное население Украины. Какие далее их цели? Я думаю, у них дорожная карта проложена на многие года вперед. И Украина является одной из главных целей в этой дорожной карте. Поэтому очень много вопросов. Мы слышали, что Украина поддержала Израиль, руководство Израиля. Кто бы сомневался. Да, мы видели видео, где военные говорили об этом. Но мы не должны забывать, что Бабий Яр и расстрелы сотен тысяч мирного населения евреев происходили на территории Украины. И расстреливали их бандеровцы совместно с эсэсовцами. Об этом тоже не надо забывать. И те же фашисты сейчас у власти. У власти Украины. Те же фашисты. И ничего не меняется. Понимаете? От того, что политика сейчас Украины определенно направлена, да, на сближение там, с Израилем, с Соединенными Штатами, это не исключает того, что само руководство Украины и те спецподразделения, которые сейчас участвуют против наших солдат, это нацистский бандформирование.
Вам не кажется, Мансур, что в мире сейчас в связи с геноцидом арабов в Палестине происходит некое обратное зарождение ненависти к евреям? И меня посетила мысль о том, что лидеры сионистов и те вот этот малый круг людей, которые, ну, не людей, извиняюсь, которые управляют множеством процессов в этом регионе сейчас, не чурается даже свой народ еврейский подвергать их смерти, то есть они его подкидывают в топку. Вы не думали о том, что, возможно, даже сам еврейский народ в какой-то мере является жертвой этой ситуации? Конечно, мы это понимаем. И вообще это политика Соединенных Штатов Америки. Я опять же говорю, ничто не происходит в мире без вмешательства руководства Соединенных Штатов Америки. Ни одного переворота практически нету, ни одной войны, нигде. Везде эти люди уже более 200 лет ведут свою экспансию. Везде. И точно так же народ Израиля используется в этом направлении, как и народ Палестины сейчас. Мы знаем с вами о том, что лобби сионистов в Америке, в Соединенных Штатах очень сильное. И в свое время за это поплатился один из президентов США Джон Кеннеди. В мире бытует два мнения о том, почему убили Джона Кеннеди. И одно из них как-то озвучивал лидер Джамахирии Муаммар Каддафи о том, что Муаммар Каддафи прилюдно объявил о том, что Кеннеди был убит из-за того, что он вмешивался в атомную программу в Димоне, в городе, в одном из городов Израиля. И тогда, будучи министр, Бен-Гурион не дал согласия на то, чтобы американцы контролировали бы ядерную программу, и ушел, чтобы не давать это согласие, с поста министра. И через какое-то время был убит президент Джон Кеннеди. Сегодня сектор Газа является вторым Сталинградом. Мы знаем точно так же, как и в Сталинграде, практически уничтожается вся мирная инфраструктура, мирное население. Нарушение прав человека практически происходит каждый день. Дали возможность сутки, Израиль дал выйти из сектора Газа мирному населению, сутки времени. И когда мирное население выходило, они расстреляли мирное население, дорогу. И убили тысячи людей, детей, стариков, женщин. Что это? Это мерзкий ход. Это что? Это военное преступление. Это нарушение всех международных правил прав человека. Что это? Это, мне кажется, когда война расстреливают больницу, где находится мирное население, где старики, женщины, больные, раненые, и убивают почти 1000 человек. Мир должен объединиться и конкретно взяться за эти нарушения прав мирного населения. Сегодня то, что происходит, это вообще уму непостижимо. Нормальные люди вообще не могут это воспринять. Мы же живем в 21 веке, когда люди должны уметь договариваться. Но из-за какого-то там отряда или какого-то боевого крыла Хамаса уничтожать мирное население сотнями тысяч никто не имеет права. И ни Израиль, ни руководство Израиля, которое дает эти приказы, и ни Соединенные Штаты Америки, которые дают возможность Израилю сегодня бомбить мирное население Палестины. А ведь это бомбы Америки. Они их поставляют. Вы знаете, фосфорные бомбы против мирного населения. Которые запрещенные являются. Запрещенные. Всемирной конвенцией. Вы понимаете, что жизнь человека там не значит ничего. А мне показалось, что странно, что Байден, не успев пролететь в Израиль, сразу отмазывал Цахал от того, что вы знаете, да, странным кажется. То, что это не они стреляли конечно, по потому госпиталю. Что целенаправленно США с того дня, как началось вот эти боевые столкновения, США всесторонне защищает Цахал и Израиль. Мы это понимаем, потому что корни растут намного глубже. Корни растут Соединенные Штаты Америки, руководство Соединенных Штатов Америки. И я считаю, все, что там сейчас происходит, это с подачи Соединенных Штатов Америки. С одобрения. Все, с одобрения и подачи, и с поддержки.
опять же, очень много вопросов о вторжении Хамаса на территорию Израиля. Да. Сами граждане... Тот концерт, который проходил практически на границе, да, где была охрана, где были военные в то время, много вопросов. Почему это случилось? Все было подставлено, как будто так и должно было быть. Разведка и вообще спецслужбы Соединенных Штатов Америки, я считаю, в этом направлении сработали на все 100%. И сегодня это все, что происходит, я считаю виною Соединенных Штатов Америки. Это конкретно моя позиция. Что будет дальше, я надеюсь, время покажет. Мансур, я вас благодарю за то, что нашли сегодня время прийти к нам и за это специальное интервью. Это было актуальное интервью с Хамзатом Хацеевым. У нас в гостях был Мансур Салтаев, уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике.